Чем ближе к выборам, тем больше кандидатов. В Центризбиркоме готовятся к тяжелой работе. Свои заявки на участие в выборах подали почти 40 кандидатов. Правда, сколько из них реально примут участие в избирательном процессе, пока не ясно. Полный пакет документов не сдал пока ни один из претендентов. Всем соискателям предстоит собрать по 30 тысяч подписей, внести залог в 1 000 000 сомов и пройти тест на знание государственного языка. Экзамен, кстати, будут принимать уже на этой неделе. Сейчас проходит стадию сбора подписей, и сейчас кандидаты и уполномоченные представители готовятся к сдаче теста на знание государственного языка. Национальной комиссией по государственному языку проводится тестирование и для кандидатов, и для уполномоченных представителей и представителей средств массовой информации будет проводиться открытый семинар. На семинаре могут участвовать и кандидаты, и уполномоченные представители. Джаркын Бапанова проработала членом ЦИК 13 лет, то есть успела вместе с коллегами провести выборы всех 4 президентов Кыргызстана. Говорит, участие большого количества кандидатов для нашей страны – дело привычное. Правда, большинство из этих соискателей до выборов не дойдет. Максимум человек 10-12. Причины такого повального желания стать президентом бывшая член ЦИК объяснить не может. Это или чрезмерная амбициозность соискателей, или желание таким образом заявить о себе обществу. Это просто даже иногда вызывает большой смех, так, значит, и у меня просто удивление на некоторых товарищей, которые знают о том, что они никогда не сдадут государственный язык, они идут. Это все это же предполагается не просто так же, будем говорить, принят закон для того, чтобы огульно сказать, а это принято для того, чтобы каждый уже осознанно, зная свои силы, умения, как говорится, мог идти. Это, конечно, надо быть более таким грамотным человеком и тем человеком, который знает специфику нашего Кыргызстана, непосредственно может работать, значит, там говорить, там надо предложить свою программу. Ну и, конечно, должны дать такую программу, чтобы люди за него проголосовали. Бывший кандидат в президенты Кубанычбек Исабеков уверен, требования к претендентам на главный пост страны должны быть ужесточены. На сегодняшний день правила подачи документов на президентские выборы самые непритязательные, поэтому и от количества претендентов нет отбоя. Демократия есть демократия, а у нас получилось защита прав человека слишком зашкаливает. Допустим, Сейлуправу, чтобы стать главой Айлёкмөтү, больше требований, чем к президенту требований, кандидату в президенты, да? Депутату, допустим, больше требований, больше документов собирать надо, чем президенту Кыргызской республики. Да, в свое время мы хотели даже внести изменения и дополнения по поводу состояния здоровья и образования и так далее. Тогда неправительственные организации, особенно международные организации, выступили, что мы ограничиваем права человека, что каждый человек волен выставлять свои кандидатуры, быть избранным или избирать. В связи с этим этот законопроект был отложен, то есть не был принят. По оценкам аналитиков, сколько бы претендентов на президентский пост не дошли до предвыборной гонки, основная борьба развернется между 3-4 кандидатами. И для 5-миллионного Кыргызстана этого количества вполне достаточно, говорят эксперты. Игорь Потанин, Алтынбек Канабекулу, НТС.